Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар? Назарларыңызға 77-ші сабақ. Вашему вниманию 77-й урок. Название грамматики шарт-трай өткен шаг, условные наклонения, прошедшее время. Картина немного необычная. Видим сразу две формулы. Это означает, что предложение в условном наклонении состоит из двух частей: главного и условного предложения. В условном предложении прошедшего времени вместо аффиксов «са-се» появляются аффиксы «ганда-генде», «канда-кенде», которые совпадают с другой формулой. Присоединяясь к глаголу, они показывают время действия, а нам нужно условие. Поэтому слово «егер» мы оставляем, хотя носители языка поймут и без него благодаря глаголу во второй части предложения, в которой к основе глагола добавляются аффиксы «атн», «етн», «итн», «итн» плюс вспомогательный глагол «еды» плюс личные окончания. Но слово «егер» мы не убираем, оставляем его, чтобы не усложнять восприятие материала. Вопрос переводится: что сделал бы при таком-то условии? Егер барғанда, если бы пошел. Көретін еді, увидел бы. Егер келгенде, если бы пришел. Ақылдасатын еді, посоветовался бы. Жіктелу спряжение. Спряжению подлежит только глагол главного предложения во второй части, а в условном предложении глагол не меняется по лицам, поэтому даем краткую его формулу. Мен айтатын едім, я бы сказал. Сен айтатын едің, ты бы сказал. Сіз айтатын едіңіз, вы бы сказали. Ол айтатын еді, он бы сказал. Көпше түрінің жіктелуі, спряжение множественного числа. Біз айтатын едік, мы бы сказали. Сендер айтатын едіңдер, вы бы сказали. Сіздер айтатын едіңіздер, вы бы сказали. Олар айтатын еді, они бы сказали. Мысалдар, примеры. Егер мен тойға барғанда сені көретін едім. Если бы я пошел на свадьбу, увидел бы тебя. Но я не пошел на свадьбу и не увидел тебя. Но хочу напомнить, что здесь примеры из разряда «если бы да кабы». Егер сен келгенде, біз ақылдасатын едік. Если бы ты пришел, мы бы посоветовались. Но ты не пришел, и мы не посоветовались. Егер ол жарысқа қатысқанда, жеңетін еді. Если бы он участвовал на соревновании, победил бы. Но он не участвовал на соревновании и не победил. Егер ол дәріні бірден ішкенде, тез жазылатын еді. Если он сразу начал бы пить лекарство, быстрее выздоровел бы. Но он лекарство не выпил сразу и дольше выздоравливает. Диалог мысалдары, примеры диалогов. Тауға барамыз ба? Егер ертерек айтқанда, баратын едім. Пойдем в горы. Если ты сказал бы пораньше, пошел бы. Мына кітапты алыңыз, өкінбейсіз. Егер ақшам болғанда, алатын едім. Возьмите эту книгу, не пожалеете. Если бы были деньги, купил бы. Палау пісіресің бе? Егер үйде сәбіз болғанда, пісіретін едім. Плов будешь готовить? Если дома была бы морковь, приготовила бы. Теперь давайте прочитаем примеры без слова «егер». Диалог мысалдары, примеры диалогов. Тауға барамыз ба? Ертерек айтқанда баратын едім. Мына кітапты алыңыз, өкінбейсіз. Ақшам болғанда алатын едім. Палау пісіресің бе? Үйде сәбіз болғанда пісіретін едім. Как видите, отсутствие слова «егер» никак не повлияло на перевод. Он остался неизменным. Дорогие друзья, если вам понравился урок, ставьте лайк, подпишитесь. Буду благодарна вашим комментариям.